чемпион! Каким был путь к этой победе? Ну, пусть второе место, но это все равно очень высокое достижение. Ну да, мы проделали очень долгий путь с командой, потому что мы проходили через все квалификации, которые только возможно. Так что это были очень напряженный месяц, я бы сказал. Но я думаю, что все ребята из команды гордятся собой, потому что это было далеко не просто, но мы здесь. Скажите, первый раз, когда вы только-только закинули себе на компьютер, загрузили игру Dota, представляли ли вы, хотели ли вы, желали ли вы вот того, чего достигнете сегодня? Ну, мне кажется, уже ближе к 16 годам я точно знал, чего я хочу. И я знал, что я достигну этого. Я знал, что я еще не пришел к чемпионству, но все еще впереди. Так что, да, я знал свой путь. Чтобы добиться таких успехов, сколько в день необходимо тренироваться и сидеть за компьютером? Ну, это по большей части все индивидуально, но считаю, в начале карьеры приходится отдавать себя полностью, потому что это спорт, это конкуренция. Здесь приходится иногда сидеть по 8, по 15 часов в день, от 8 до 15. Ну, 8, мне кажется, минимум. Дальше уже то, насколько готов. Я считаю, что главное верить в себя, несмотря ни на проблемы с обществом, с родителями, с друзьями. Главное знать, чего ты хочешь, потому что это довольно нервно. Любой спорт – это очень много сложностей, много поражений. И главное не терять веру в себя. Говорят, в финале вам чуть-чуть не хватило, чтобы победить. Расскажите про эту игру. Ну, мне кажется, финал все-таки в любом случае был односторонним. Ну, вот, мне кажется, больше за выход в финал матч был более близким, я бы сказал. Какие первые впечатления были, когда вы узнали, что в финал вышли? Победа в полуфинале. Ну, мы ожидали, если честно, что должны выигрывать Liquid. Конечно, мы радовались всей командой, потому что любая победа, которая приближает тебя к чемпионству, она как бы имеет вес. Но мы знали, что мы должны быть в финале. Расскажите немножко о призовых. Они будут распределены между всеми членами команды? И если да, на что планируете потратить? Если честно, особо даже не задумывался. Ну да, ну как бы большая часть в любом случае разыгрывается игроками. Ну вот, насчет призовых, если честно, я даже не думал, что я буду делать. Все национальное, кыргызское, я себя довольно считаю очень патриотичным человеком. Оно придает мне какого-то смысла, силы. И лишний раз я знаю, что очень много людей из Кыргызстана смотрят, и они все гордятся, потому что мы как малый народ. Знаете, вот, любая победа для наших сограждан, она довольно высоко оценивается обществом. Вот, я знал, что если я возьму с собой колпак, то все это заметят. Расскажите, какой вклад в развитие киберспорта эта победа принесет в Баку? Ну, я думаю, первое, что принесет, это к тому, что все обратят на это внимание. Я думаю, это самое главное, потому что фактически, если человек, не вкладывая много всяких инвестиций и всяких возможностей, смог пробиться в топ-2 мира, то если обратить на это внимание, мне кажется, будет больше результатов, больше людей, которые смогут там на чемпионатах мира и прочих, и азиатских, европейских поднимать наш флаг. В каждой дисциплине свои рейтинги, это да. В каждой игре есть отдельные рейтинги, где можно просмотреть, кто на первом, на втором. Вот там эта победа, это даст нам повысить нас в рейтинге, да? Не совсем, конечно, как с традиционным спортом. Здесь немножко по-другому киберспорт устроен, но Бакыта знает во всем мире теперь. Как любой ребенок, он с детства начал играть вначале в Sega PlayStation, потом в Sony. Ну и как любая мама, я всегда, конечно, оберегала своего ребенка от компьютерных игр. Вот. Ну, потом у меня с сыном очень такие близкие доверительные отношения, когда он сказал, что это его принятое решение. Мама, пожалуйста, если не вы, то кто меня поймет? Я не хочу лгать вам. Я вот решил заняться этим профессионально. Тогда я, скрипя сердцем, дала разрешение, потому что я понимаю,
что детям нельзя преграждать путь, надо помогать им реализовать свои мечты. На сегодняшний день я понимаю, что если бы не мой сын, я бы даже слова «дота» не знала бы. Вот. Это по-честному. Вот. А на сегодняшний день, конечно, я уже многие сленги знаю, вот, и понимаю, когда они карту берут. Поэтому, это же мой ребенок, поэтому его жизнь на самом-то деле сейчас протекает именно в онлайн-играх. И, конечно, есть очень много женщин в основном, которые ко мне подходят с негативами. Как это так? Вот мои дети, вот мы не разрешаем. Я считаю, что в конце концов у каждого свой путь. Я тоже не разрешала своему сыну. И я думаю, что если он прошел эти все препятствия, значит, это путь моего сына, и он этим сегодня доказал.